Одинцы, что за... Мы, конечно, это большая честь, что присутствует на нашем слушании президент Республики Абхазия, вице-президент. Вес такой какой-то для нашей палаты, наверное, более весомый. И эти вопросы, которые нас волнуют, что вы будете тоже участвовать. Спасибо большое. Я не мог не воспользоваться такой возможностью. Я для себя давно определился и понимаю, что время – это невосполнимый ресурс. У вас его нет, много лишнего и свободного. У меня, коль скоро в большинстве членов общественной палаты здесь, я решил присоединиться к этой работе и, я думаю, никого не помешает, только все. Целью обсуждения проекта закона Республики Абхазия о некоммерческих организациях физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и ряда других вопросов, особенно в последнее время задержания наших граждан на границе, все злободневные вопросы, которые нам в общественную палату ставили активисты гражданского общества, неправительственные, представители неправительственных организаций, представители интеллигенции и обычных людей, вопросы, которые их волнуют, вот мы сегодня, наверное, будем детально обсуждать, потому что этот вопрос, не первый раз мы в общественной палате обсуждаем. Вы знаете, что в ноябре 2022 года мы как раз был министр юстиции Андрей Львович, был секретарь Совета Безопасности Сергей Миронович и представители других ведомств, подробно члены общественной палаты это проговаривали. Но мы хотим услышать как раз от других министров все вот эти вопросы, которые будут вами здесь обнародованы, потому что у нас комиссия, специальная комиссия, которую возглавляет член общественной палаты Агма Ираш, и он структурировал вот эти все вопросы, и он будет сегодня вести наше слушание, наш диалог. И я думаю, что все члены палаты потом уже скажут и свои какие-то вопросы, которые у них есть. Спасибо большое. Все вот эти вопросы, которые сегодня я буду озвучивать, я прежде хотел бы отметить, что они все были сформированы по итогам проведенных публичных слушаний у нас в Общественной палате. И, конечно же, мы пришли сюда с целью для того, чтобы у нас уже сложилось твердое мнение, этот закон нужно принимать или нет, для того, чтобы сделать выводы определенные. Я, наверное, с вашего позволения перейду к вопросам. И первый вопрос. Хочу обратиться к министру юстиции, уважаемому Андрею Львовичу. Скажите, пожалуйста, Андрей Львович, каковы цели и задачи данного законопроекта, в чем причина его скорейшего принятия? Как известно, у нас уже действует закон о некоммерческих организациях, который позволяет регулировать их деятельность на территории Республики Абхазия. Может быть, для более тщательного контроля со стороны органов государственной власти стоит внести в данный законопроект определенные поправки. Нельзя ли ограничить деятельность конкретно тех организаций или отдельных ее представителей, которые вызывают опасения или нарушают законы нашей республики, используя соответствующие правовые механизмы? Насколько нам известно, эти организации и так регулярно представляют отчеты о своей деятельности в соответствующие государственные органы, или это не так? Если все же представляют отчеты, то имеются ли с их стороны грубые нарушения? Спасибо. Действующие механизмы правового регулирования общественных организаций, выполняющих, пока назову это, специализированные, специальные особые функции, значит, сегодняшний комплект правового регулирования не позволяет нам осуществить должным образом контроль в этой сфере, в том числе и в связи с тем, что вопросы просто отчетности и объемы той отчетности, которые предоставлены сегодня законодательством, не позволяют ввести необходимый уровень контроля общественных отношений в этой сфере. В то же время должен оговориться и сказать о том, что контроль, безусловно, бывает разный. По объему этого контроля контроль может быть, условно скажем, поверхностный, он может быть глубокий. За контролем могут следовать правовые последствия, могут не последовать правовые последствия. В этой связи на сегодняшний день мы имеем комплект регулирования, который не отвечает интересам в сегодняшних условиях. Это логика моего ответа, конечно. Да. Недостаточно этого регулирования. Недостаточно.
Спасибо, Андрей Львович. Уважаемый Сергей Миронович, хочу к вам обратиться. В пояснительной записке к закону отмечается, что принятие данного законопроекта будет способствовать защите интересов государства и его суверенитета. Возникает вопрос: за 30 лет их деятельности на территории Республики Абхазия были ли зафиксированы или выявлены случаи, направленные на вмешательство во внутреннюю политику с целью подрыва интересов и суверенитета нашего государства, приведших к кризисам или переворотам? Если да, то каковы факты и последствия? Вся наша послевоенная история, она демонстрирует, что со стороны внешних сил, а это были значительные игроки на мировой арене, оказывалось постоянное давление на Абхазию. Мы ведь утверждали свой суверенитет и независимость вопреки всему миру. То давление, которое на нас оказывалось, хорошо неизвестно, но мы выстояли тогда. Да, и в это время действовали неправительственные международные организации, и многие приносили большую пользу. Насколько некоторые из них участвовали в политических процессах, мне трудно судить, поэтому вот этот закон, который принимается, очевидно, он как раз и будет способствовать тому, чтобы было более пристальное внимание. Ведь о чем говорится в этом законе? Он направлен именно против тех лиц, которые занимаются политической деятельностью исключительно и получают финансирование из-за рубежа. Но давайте трезво взглянем на ситуацию. То, что сегодня происходит в мире, не может не тревожить, и мы прекрасно понимаем, что и наша судьба Абхазии тоже зависит от того, что сегодня происходит на мировой арене. Так ведь? Вот. Но мы и наши союзники видим, что многие негативные процессы, которые происходят вот в некоторых республиках, они вызваны деятельностью неправительственных организаций, которые мотивируются на политические проекты из-за рубежа. Поэтому такие опасения, я не говорю, что сегодня у нас это есть, я этого не могу утверждать, но мы хотим этого избежать. И поэтому меня немножко удивляет, что многие наши представители неправительственных организаций и люди, которые работают по этим проектам, так сильно обеспокоены. Они поддались просто какой-то пропаганде, потому что, еще раз повторяю, речь идет о тех, кто занимается политическими вопросами, и там в законе прямо прописано противоречащими интересам Абхазии. Но мы что, хотим, чтобы разрешить это, да? По-моему, здесь таких людей нету, поэтому этот закон как раз именно это и регулировать должен. Вопрос к Тимуру Иосифовичу, если позволите. Скажите, пожалуйста, действующее законодательство не дает ли вам соответствующих рычагов и полномочий, позволяющих пресечь антигосударственную деятельность и угрозу национальной безопасности Абхазии? Были ли такие факты со стороны отдельных неправительственных организаций и их представителей? В своем выступлении я бы хотел начать с информации относительно нынешнего руководства службы государственной безопасности, можно сказать, относительно молодые сотрудники. Хотел бы начать с себя, в плане информации. Гулия Литоновна, когда открывала сегодняшнюю нашу встречу, я так для себя понял, что нас многие, возможно, не знают. Начну, наверное, с себя. Наверное, о себе говорить не совсем красиво, но в плане информации. Моего отца звали Ахиба Иосиф Маданович, человек, который со студенческой скамьи участвовал в национально-освободительном движении. Все, что возможно, невозможно, на тот период он делал. В 1979 году в числе других соратников был подписантом так называемого абхазского письма 130, за что был исключен из партии, уволен с работы и с последующими последствиями. Я в органах государственной безопасности с 1998 года.
на различных должностях, в настоящее время возглавляют эту службу. Рядом со мной находится первый заместитель председателя службы Хварцкий Азал Мушевич, сын ученого, воина, который всю свою жизнь посвятил защите Республики Абхазия, героя Республики Абхазия. Я думаю, вы все его прекрасно знаете и помните. Другой заместитель, относительно тоже молодой, Зухба Саид Валерьянович, является сыном героя Абхазии Зухба Валерьяна, который в 1993 году в мартовском наступлении погиб. До начала нашей Отечественной войны по отношению него было возбуждено уголовное дело, был осужден за организацию беспорядков. Это 89-е годы, все мероприятия, которые проходили, вы все прекрасно помните и знаете. Другой заместитель Кучуберия Дмитрий Гарьевич, сын ветерана войны, инвалида первой группы, награжденного орденом и медалями. Почему я это все говорю? Не то, что мы себя там рекламируем и так далее, потому что в последнее время очень много негатива в отношении руководства службы, там, конкретных лиц и так далее. Я также хотел вас проинформировать о том, что недавнее выступление первого заместителя председателя службы Зала Мушевича Хварцкия — это не его личное мнение, это не его личная позиция, это позиция в целом службы. Он озвучил позицию службы. Ну, вы понимаете, да, почему я это подчеркиваю? Потому что после его выступления, там, его адрес в различных информационных ресурсах звучала критика, все остальное. И в порядке информации просто я вот это как бы посчитал нужным озвучить. Я не знал здесь, какие вопросы будут как бы поступать в наш адрес, и для себя так коротко хочу до вас довести. Краткую справку я составил, хочу вам зачитать. Общественно-политические процессы, происходящие в мире, особенно в странах бывшего СССР, давно стали предметом глубокого изучения и анализа странами Запада во главе с Соединенными Штатами Америки, которые под благовидным предлогом распространения демократии реализуют свои государственные стратегические интересы. Особую активность Соединенных Штатов Америки проявляют в странах бывшего СССР, Южного Кавказа, Центральной Азии с целью ослабления российского геополитического присутствия, где позиции России традиционно сильны. Одним из основных инструментов распространения демократических ценностей и развития гражданского общества выступает Агентство международного развития USAID, подконтрольное американскому государственному департаменту. Известно, что с USAID прямо или косвенно связаны большинство международных неправительственных организаций, действующих по всему миру. В этом контексте стоит отметить, что за последние десятилетия факты вмешательства во внутриполитические процессы произошли именно в тех странах бывшей СССР, где активность проявляли многочисленные международные неправительственные организации и особенно USAID, которые под предлогом реализации гуманитарных проектов готовили условия для смены неугодных политических режимов с активным вовлечением молодежи. Активисты, как правило, направлялись для обучения на Запад и страны Прибалтики. В этой связи следует напомнить цветные революции, которые мы все наблюдали в Грузии, в Украине, Киргизии, попытку государственного переворота в Белоруссии и в Казахстане. Попытка цветной революции в Беларуси эксперты связывают напрямую с развитием сети НПО на территории Беларуси. За открытое вмешательство во внутриполитические процессы Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о прекращении деятельности ряда организаций на территории Российской Федерации, как вам известно. Но это мировая практика, как необходимо отметить. Полагаем недопустимым вмешательство недружественных иностранных государств во внутриполитические дела Республики Абхазия. Всего на территории Абхазии функционирует более 20 некоммерческих организаций и ряд представительств международных организаций. По имеющимся в СКБ сведениям,
Мы взяли период, допустим, 20 по 23 год. Общий объем денежных средств, поступивших на счета указанных организаций из-за рубежа на реализацию различных проектов на территории Республики Абхазия, составляет около 2 миллиардов рублей. Региональные офисы международных организаций, курирующие проекты, реализуемые на территории Республики Абхазия, расположены в городе Тбилиси. А непосредственное согласование проектов осуществляется с Министерством по вопросам примирения и гражданского равноправия, являющимся основным ведомством, ответственным за восстановление так называемой территориальной целостности Грузии. Осуществляемые неправительственными организациями проекты на территории Республики Абхазия неоднократно выходили за рамки заявленных гуманитарных целей. К сожалению, действующее законодательство не позволяет в полной мере установить цели, на которые осваивается иностранный капитал, поступающий от недружественных источников финансирования на территории Республики Абхазия. Под недружественным источником финансирования мы подразумеваем те государства и организации, которые открыто заявляют о территориальной принадлежности Республики Абхазия к Республике Грузия. Поступающая информация вызывает обеспокоенность службы государственной безопасности в связи с тем, что ряд реализуемых проектов включает в себя такие компоненты, как обучение критическому мышлению, изучение влияния информации и дезинформации на общественное мнение через соцсети и иные аспекты, последствия которых мы вынуждены лицезреть в абхазском интернет-сегменте. Одной из основных и ключевых международных неправительственных организаций, действующих на территории Республики Абхазия, является программа развития ООН. Главным спонсором, который выступает USAID в процентном соотношении по ООН, является основным спонсором финансирования, около 70%. Деятельность ПРООН на территории Республики Абхазия охватывает практически весь спектр социально-культурного и экономического пространства. А основными целевыми группами являются наиболее активные граждане Республики Абхазия, особенно из числа молодежи, которые через образовательные, культурно-экономические программы и мероприятия подвергаются ненавязчивой пропаганде, направленной на изменение ценностных ориентиров, переосмысление абхазско-грузинских и абхазо-российских отношений. В связи с этим большинство проектов, финансируемых и реализуемых ПРООН, предусматривает совместное участие в них представителей Абхазии и Грузии. Особое внимание в последнее время со стороны международных организаций уделяется формированию прозападной информационной среды, в связи с чем международные неправительственные организации осуществлены проекты, направленные на противодействие, в кавычках, пагубному влиянию Кремля. В контексте информационной безопасности следует также упомянуть информационный ресурс «Эхо Кавказа». Я думаю, после моих этих заявлений много критики в мой адрес посыпется, но все-таки я некоторых озвучу. Являющимся одним из подразделений «Радио Свободная Европа», «Радио Свободы», внесенное в Министерство юстиции России в реестр число СМИ инагентов в 2017 году. Ну, всем нам известно, что некоторые абхазские журналисты активно сотрудничают с «Эхо Кавказа» на протяжении многих лет. Сейчас не будем углубляться. Таким образом, отдельные аспекты деятельности некоторых неправительственных организаций направлены на формирование условий для участия во внутриполитических и общественных процессах граждан, тесно сотрудничающих с международными неправительственными организациями, конечная цель которых направлена на ослабление абхазо-российских отношений. Здесь прозвучал вопрос о необходимости принятия этого закона. Необходимость принятия закона об инагентах обусловлена интересами национальной безопасности. В этом нет никакой политики. Государственные институты должны обладать всеми необходимыми инструментами для регулирования и контроля за освоением иностранного капитала на территории Республики Абхазия и нивелированы угрозы иностранного вмешательства во внутриполитические дела Абхазии. Я вот еще один маленький пример приведу, не буду рекламировать эти организации, просто в общем скажу. Одну организацию просто я пример взял. По тем данным, которые у нас есть в службе,
За период с 20 по 23 год одна из организаций получила денежные средства в размере 85 миллионов рублей. Ну, другая организация там 4 миллиона рублей, третья организация 7 миллионов рублей. Для чего мы все это говорим? Потому что мы хотим, чтобы все эти неправительственные организации, которые проводят определенную работу на территории Абхазии, отчитывались перед Министерством юстиции, перед Министерством иностранных дел. Отчеты, да, предоставляются, но там отчеты, общие цифры, общие отчеты. Но для того, чтобы разобраться, нужна конкретика. Спасибо за внимание. Спасибо за справку, Тимур Иосифович. Я все-таки позволю себе еще раз постараться сформулировать четкий вопрос. Я, как выше уже отмечал, они все у нас сложились по итогам встреч, которые мы проводили ранее в Общественной палате. И хотел бы еще раз спросить, у вас данный закон, который действует о некоммерческих организациях, не только этот закон, у вас рычагов и полномочий не хватает для того, чтобы пресекать ту или иную, допустим, негативную или подрывную деятельность на территории нашей республики? Они за это время уже работают, насколько нам известно, 30 лет здесь находятся с послевоенного периода времени. За это время какие-то были у них нарекания. То, что идет весь слом архитектуры международной безопасности, это хорошо нам известно, безусловно, в том числе и в Закавказье, и мы это не замечать не можем. Сейчас просто идет речь именно о нашей республике, о тех процессах, которые протекают внутри нашей страны. Поэтому мы задаем этот вопрос. Я понял. Я вот о своей справке как бы ответил, думаю, на этот вопрос, где я говорил, что иногда неправительственные организации выходят за рамки заявленных проектов. Сейчас, если мы будем о конкретике говорить, это будет очень долго, и углубляться в это не хотел бы. А по закону, это закон как бы не для службы государственной безопасности, это закон нужен всем. И отчетности там и так далее, которые направляются в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции, они недостаточны, чтобы было у нас понимание, на какие цели осваиваются такие крупные суммы денег. Закон необходим для того, чтобы, еще раз повторяю, для того, чтобы регулировать и контролировать освоение этих денег. Вопрос к Андрею Львовичу. Андрей Львович, скажите, пожалуйста, соответствует ли данный законопроект фундаментальным нормам Конституции Абхазии в части прав и свобод граждан? Не нарушаются ли базовые гражданские права людей, таких как свобода слова, мысли, собрания, избирательные права и так далее? Этот вопрос задают многие наши граждане, в том числе, естественно, в Общественной палате. Поэтому обращаюсь. Спасибо за вопрос. Действительно, мы тоже слышим подобного рода позиции комментаторов данного законопроекта. Откровенно говоря, не иначе как попытка умышленного ввода широкой общественности в заблуждение со стороны некоторых самоназванных экспертов я прокомментировать такого рода высказывания не могу. Я говорю о конкретных высказываниях конкретных людей. Если открыть нормы данного проекта закона, то сразу бросается в глаза, ну, скажем так, немножко необычная статья, которая, может быть, в плане юридической техники и не должна была найти свое отражение здесь, но все же мы сюда ее включили. К примеру, мы предположили, что наибольший интерес вызовет 6-я статья, которая определяет политическую деятельность непосредственно в первой части и включает в себя так называемую вторую часть. Я немножко поясню, коль вы об этом спросили. Если обратите внимание, в первой части, в самом начале мы написали «для целей настоящего закона». Под политической деятельностью понимается следующее. Почему я обращаю ваше внимание на слова «для целей настоящего закона»? Потому что мы политическую деятельность данным законопроектом, мы не даем легальное, широкое определение политической деятельности. Мы даем определение политдеятельности исключительно в рамках цели этого закона. И вторая часть сразу устанавливает, что для целей настоящего закона к политической деятельности не относится. И здесь есть очень серьезный перечень действий, которые не относятся. Я хочу обратить ваше внимание именно сюда. Не относится деятельность в области науки,
культуры, искусства, здравоохранения, социального обслуживания, социальной поддержки, защиты граждан, защиты человеческой жизни, семьи, традиционных ценностей и многое-многое другое. И в самом конце, в части 4, написано: настоящая статья применяется с учетом верховенства прав и свобод, гарантированных Конституцией Республики Абхазия. По-моему, это очевидно, что права и свободы, гарантированные Конституцией, имеют верховенство, и что бы ни было обусловлено, скажем, написано в законопроекте и в итоге в законе, верховенство будут внутри себя задержать именно конституционные нормы. Но так или иначе, мы эту статью сюда включили для того, чтобы еще раз усилить позицию безоговорочного соблюдения прав и свобод, установленных и гарантированных Конституцией. Данный законопроект устанавливает определенные обязанности за физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, и определенные обязанности за юридическим, некоммерческой организацией. Вот если вы обратите внимание, все, что там написано, категорически не связано с политическими правами физического лица, то есть право пассивное, активное, никаким образом здесь не ограничивается. Значит, очень важным считаем момент свободы слова и свободы мнения. Данные свободы закреплены у нас и гарантированы Конституцией, и здесь никакого ограничения, во всяком случае, есть конкретная статья, никто мне не сможет открыть и показать, где в этой статье, может быть, в статье обязанностей, либо в статье ограничений, где мы затронули ограничение права голоса и права мнения, права мысли и всего остального. Хочу обратить ваше внимание, коль я зачитал вам о том, что не относится, если позволите, чуть-чуть попытаюсь попроще, рассказать о том, что я услышал. Например, есть байка о том, что данный законопроект ограничит деятельность некоммерческих организаций, которые снабжают наших граждан зарубежными аналогами, зарубежными экземплярами лекарственных препаратов, ВИЧ, СПИД, инсулинозависимым гражданам. Вот такое мнение тоже существует. Хочу сразу развеять это мнение. Данный законопроект не будет касаться тех организаций, которые занимаются именно этим видом деятельности, в том числе и статья 6 в части 2 четко устанавливает, что данные организации выпадают и даже не получат статус иноагента. Ни физические лица, ни организации, которые помогают нашим гражданам лекарственными препаратами, не то что не получат каких-либо ограничений, они даже статус организации, выполняющей функции иностранного агента, не получат. Почему меня тоже чуть задело, когда говорят о том, что законопроект ограничит деятельность этих организаций. Это неправда, это ложь, и данный законопроект четко об этом говорит. Еще могу обратить ваше внимание на статьи, связанные, если позволите, предметно, постатейно я вам пройдемся. Непосредственно ограничения, связанные со статусом некоммерческой организации или физического лица, который выполняет функции иностранного агента. То есть самая главная статья, она, наверное, все-таки здесь. Нет, ограничение в 17 статье. Самая главная статья, которая, возможно, кого-то там напугает, она здесь. Если обратите внимание, прям быстро и попунктно. Первый пункт, организации и физические лица не могут принимать участие в деятельности комиссий и комитетов органов государственной власти. Комиссии, комитеты органов госвласти. Не допускается распространение результатов экспертиз некоммерческими организациями и физическими лицами. Я не зря сказал о самоназванных экспертов, какая-то непонятная тенденция происходит. Но здесь нет ограничения права слова, потому что когда ты готовишь заключение, человек, гражданин, который не имеет специального юридического образования, относится к этому документу как к подготовленному экспертам либо экспертным сообществом. Это очень серьезно. В этом ключе право слова и право мнения не ограничивается, потому что организация или физическое лицо может высказать свое мнение по поводу законопроекта, по поводу ситуации в стране и так далее. Конституция устанавливает, гарантирует право мнения и право голоса. Это право здесь никаким образом не ограничивается. Обращаю ваше внимание, вы, задавая вопрос, упомянули и политические права.
Третья часть этой статьи говорит о том, что некоммерческие организации, точка. Здесь ничего не сказано о физических лицах. Только некоммерческие организации не принимают участие в выдвижении кандидатов, списков депутатов, референдум, выборы и так далее. То есть эти ограничения физического лица никак не касаются. Чисто теоретически предположим, даже если тот или иной гражданин уже получил статус иностранного агента, ну, предположим, что он уже его получил, он имеет право баллотироваться как гражданин, он имеет право выбирать, быть избранным, избирать. Абсолютно все права у него остаются. Обращаю ваше внимание, статья называется «Ограничения», и в этой части, которая связана с избирательными ограничениями, здесь вообще нет физических лиц. Полная свобода для физических лиц, гарантированная как Конституцией, так и отраслевым законодательством, сохраняется. Некоммерческие организации не могут, и физические лица не могут вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов. Ну, лично для меня это понятно, это логично, это пожертвование, это деньги в избирательный фонд, значит, определенная лоббистская деятельность, ну, потенциально возможна. Это ограничение для меня, во всяком случае, понятно. Дальше запрещается перечисление, получение денежных средств там, на проведение митингов и так далее. Я не буду сейчас вспоминать Майдан и другие мировые примеры, поэтому данная норма здесь мне во всяком случае понятна. Шестая часть. Некоммерческая организация не вправе быть организатором публичного мероприятия. Здесь речь идет о некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Физическое лицо, даже, грубо говоря, участник этой некоммерческой организации может как физическое лицо, как гражданин Республики Абхазия провести публичное мероприятие, любое, митинг, шествие, демонстрации, дебаты, телевизионные, любые другие. Седьмая часть. Не допускается пожертвование, ну, перед этим примерно о том уже говорили, политической партии. Ну, тоже понятно, это вопрос лоббирования. Восьмая часть, опять здесь ограничения. Некоммерческие организации не могут осуществлять педагогическую деятельность в республиканских и муниципальных образовательных учреждениях. А мне, например, показывали позицию, там вот я не помню кого, который на просторах интернета говорил о том, что вот этот закон запрещает мне осуществлять преподавательскую деятельность. Где запрещает? Здесь речь идет о исключительно некоммерческой организации, как физическое лицо. Даже участник этой некоммерческой организации, как физлицо, может быть преподавателем Абхазского госуниверситета, СОИ и так далее. Следующая норма. Некоммерческие организации не вправе распространять информационную продукцию для несовершеннолетних. Здесь и физические лица. Я являюсь автором данного законопроекта, ну, вот у меня есть дети. Вот, ну, так представляется, что вот определенные ограничения, связанные с несовершеннолетними детьми со стороны лиц, которые получают финансирование из недружественной для меня страны, ну, для меня это логично и понятно. Что, какую информацию, какие они брошюры будут распространять в среде, где находятся мои дети в том числе, ну, это нужно контролировать, это нужно видеть, и мы как государство должны четко мониторить ситуацию в этой плоскости. Далее, некоммерческие организации и физические лица не вправе принимать участие в закупке товаров, работы, услуг на государственные и муниципальные нужды. Это госзаказ, это очень серьезные вещи. В рамках этого госзаказа нашему государству могут поставить, не знаю, там, некачественное оборудование или там, оборудование, которое может в себе крыть какие-то там возможности нецелевого назначения, закрытого и непонятного для нас назначения. Далее, некоммерческие организации, физические лица, запрещается инвестиционная деятельность в отношении объектов стратегического значения. Как вам известно, ну вот мы пока писали, был парламентом принят закон о стратегических объектах. Вот будут определены стратегические объекты, важные для нашего государства, военные, энергетические, технические и иные по определенному списку и перечню. В эти объекты инвестировать нельзя, я заканчиваю. Некоммерческие организации не подпадают под определенное количество, и здесь исключительно об организациях речь, там, налоговых льгот, преференций и так далее. Я попытался очень быстро, но перечислить вам ограничительные позиции, которые ни в коем случае, в первое, не затрагивают гуманитарных проектов, где целью организации является действительно и искренне гуманитарная программа. Я не поленился, не сегодня, чуть позже я еще освещу эту тему. Я поднял, очень тяжело выискивать
большое количество резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, начиная там от, ну, что я нашел, там 98 год и так далее. Я нашел порядка 7 штук на данном этапе. В абсолютно всех этих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН сказано, говорится о том, что гуманитарная программа, она по природе своей должна быть аполитичной. И здесь для меня не совсем понятен смысл дискуссии, что если организация в своем уставе, в своих целях и в своих задачах не ставит перед собой целью реализацию политической деятельности, если у нее это и так не заложено и не закреплено, она в принципе не подпадет под нормы этого закона. Ведь, обращаю ваше внимание, для того, чтобы стать организацией иноагентом или физлицом, осуществляющим функции иноагента, должно быть два условия. Это зарубежное финансирование и занятие политикой. Я пытался, во всяком случае, просмотреть большое количество уставов и целевых программ этих организаций, которые у нас реализуются. 99,9%, а практически все 100%, там нигде не заявляется прямая политическая деятельность. То есть у них цели и задачи гуманитарные. Если цель и задача гуманитарная, какие проблемы, какие трудности, вы даже не получаете статус иностранного агента и продолжаете реализовывать свои программы в рамках гуманитарных целей. Если ваша деятельность носит в себе еще целью реализацию политической стороны, ну, то здесь, извините, уже наступают, ну, на наш взгляд, серьезные вопросы и последствия контроля, надзора, насколько чистая и открытой является деятельность, спонсируемая со стороны лиц, которые открыто и откровенно занимаются международной политической изоляцией нашей страны. Возникают вопросы о том, что насколько добродушными являются намерения организаций, которые здесь якобы реализуют позитивные проекты в Республике Абхазия и одновременно с этим спонсируют деятельность там, на Украине. Это уже большое количество вопросов, о них уже расскажу не я, расскажет уполномоченный на то руководитель. Но я попытался вам вкратце рассказать о определенных тезисах данного законопроекта. Я хотел бы обратиться дальше к Иналу Батовичу, министру иностранных дел. Скажите, пожалуйста, создают ли на сегодняшний день действующие организации на территории Абхазии проблемы в части союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, образуя антироссийскую повестку у нас в стране? Есть ли конкретные факты и случаи подобной деятельности? Спасибо. Абзирашим Азуги, господин президент, уважаемые коллеги, уважаемые члены Общественной палаты, с большим уважением к вам мы с удовольствием проинформируем вас о тех каждодневных проблемах, которые у нас возникают в связи с теми феноменами, которые мы сегодня будем обсуждать. Ираст Рамзанович, вы имеете в виду какие организации? Наши абхазские местные, либо же международные? Не, я сейчас речь веду о местных. Местные? Да. Ну, местные общественные структуры — это не совсем моя компетенция, мне здесь трудно комментировать, но я могу сказать однозначно, что те, кто их финансирует, действительно ставят себе антироссийские цели и задачи. Они об этом открыто пишут на своих официальных сайтах. Если вы посмотрите официальный сайт USAID, это агентство США по международному развитию, которое опосредованно финансирует проекты общественных структур в Абхазии, они открыто пишут, что ключевая цель, которую они ставят, это сокращение пагубного влияния Кремля. Так вот, без стеснений. Правда, когда мы об этом открыто сказали, эта статья удивительным образом быстро исчезла. Но другие некоторые статьи все еще остались, поэтому я хочу вам предложить провести такой предметный контент-анализ от официального сайта Агентства США по международному развитию. Это очень интересный сайт, там очень много интересного. В частности, там было написано, что Агентство США по международному развитию финансирует UNDP, это вот структура ООН, которая, к огромному нашему сожалению, используется абсолютно не для уставных целей и задач Организации Объединенных Наций, а используется для манипулирования общественным мнением и реализации абсолютно кривых проектов на нашей территории. Поэтому вот я бы на это обратил ваше внимание. Помимо антироссийской составляющей, о которой я сказал, существует антиабхазская составляющая, которая нас вообще должна волновать больше гораздо. Значит, эти структуры занимаются изоляцией нашей страны. Агентство США по международному развитию, которое финансирует проекты внутри Абхазии, является субъектом агрессивной изоляции Абхазии. Все, что мы делаем ежедневно, будь то контакты с белорусами, с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Ливаном, с Ливией,
Значит, все блокируется со стороны этой структуры. И при этом наши некоторые сограждане, которые взаимодействуют с этой структурой, которая нас изолирует, они нам рассказывают про деизоляцию. Согласитесь, это удивительно, несколько удивительно. Про деизоляцию Абхазии нам рассказывают те, кто получает деньги от тех, кто нас изолирует. Это несколько неприятное обстоятельство, и это, к огромному сожалению, факт. Вот. Поэтому вот две ключевые такие фундаментальные вещи, которые бы я подчеркнул, что те структуры международные, которые финансируют наши общественные организации, открыто себе ставят целью сокращения пагубного влияния Кремля, ставят себе целью антиабхазскую деятельность, являясь субъектами агрессивной изоляции Республики Абхазия. И, в принципе, открыто пишут в своих стратегических документах о том, что одна из фундаментальных магистральных целей их деятельности заключается в деоккупации Абхазии, в восстановлении территориальной целостности Грузии. Об этом тоже открыто пишут. И второе, что я хотел бы сказать, таким очень важным этапом в нашей совместной работе команды президента стала публикация материалов СГБ. Значит, что там обращает на себя внимание? Обращает на себя внимание прямые переводы со стороны UNDP, то есть USAID, на счета наших соотечественников. Это на самом деле очень неприятно. Причем наши соотечественники занимаются информационной деятельностью, занимаются публикациями различных материалов и так далее, которые не всегда соответствуют реальности. Вот, например, нужная газета публикует, значит, заявление Тойво Клана, спецпредставителя ЕС. Оттуда полностью убрано все, что нас с вами не устраивает. То есть Тойво Клан сделал совсем другое заявление. Нужная газета публикует, создавая, видимо, благообразный образ этого человека, его заявление с изъятиями. Изъятие имеет фундаментальное значение и полностью искажает смысл его заявления. Поэтому я вот членам Общественной палаты предложил бы вот посмотреть на официальные сайты структуры. Спасибо. Еще один вопрос, Иван Анатольевич, сразу. Вы обладаете информацией о том, какое количество людей сегодня работает и получает заработную плату в данных организациях? Какое количество денег в части налогов они отчисляют государству? Какой объем средств был направлен со стороны неправительственных организаций за это время на реализацию различных социальных проектов и программ в области здравоохранения, сельского хозяйства и так далее? Обладает ли наше государство ресурсами, которые могли бы восполнить аналогичные проекты из других источников? И каков будет объем бюджетной нагрузки в случае принятия данного законопроекта? Ираст Рамзанович, некоторые ваши вопросы не по адресу. Я могу вам сказать, что в МИДе Абхазии есть анкеты международных организаций, которые они подают нам, когда на стадии, вот перед тем, как они начинают что-то делать, международные организации присылают нам проекты. Есть маленькая проблема, заключается в том, что то, что они нам пишут, не соответствует их деятельности. Пишут они нам какие-то размытые формулировки, а при этом, значит, их деятельность совсем другая. Они начинают наших соотечественников вовлекать в какие-то встречи с гражданами Грузии, значит, в третьих странах и так далее. Все это противоречит интересам нашего государства. И если вы сочтете это уместно, мы вам передадим соответствующие материалы. Вы просто посмотрите на анкеты этих международных структур. Вот. А что касается взаимодействия с нашими соотечественниками, международные структуры нас не информируют об этом. Они просто их вовлекают в эту деятельность, потому что им ставят соответствующую задачу. Понимаете? Поэтому, знаете, это вопрос вообще, в принципе, доверия. Вот откуда у нас в нашей стране доверие к коллективному Западу? Откуда оно взялось? Вот мне просто интересно, как молодому человеку, как человеку, который работает в Абхазии, собирается работать и жить здесь. Откуда мы взяли доверие к коллективному Западу? Вот недавно Владимир Владимирович Путин выступал и сделал блестящее во всех отношениях интервью. Вкратце оно называется «Хрестоматия. Почему нельзя доверять Западу?». Если Запад врет, обманывает президента ядерной державы, что он будет заботиться о проблеме развития сельского хозяйства у нас в стране, мы что, такие наивные, что ли? Я думаю, что нет. Посмотрите на деятельность западных стран в странах постсоветского пространства. Посмотрите, что они сделали на Ближнем Востоке. Чем объясняется использование такого термина, как иностранный агент, который воспринимается частью наших граждан как оскорбляющий их честь и достоинство, возводя по смыслу в ранг пособника вражескому государству? Вот мы слышим в общественной палате такие разговоры, значит, приходили, значит, члены нашего общества общаться с нами по этому вопросу. Ответьте, пожалуйста. Первое объясняется международной практикой, такой термин.
Второе, что для меня более важно, международная практика понятна, у нас независимое самостоятельное государство, и мы можем сами определять и терминологию нормативных правовых актов, и многое другое. Как вам известно, в нашем национальном законодательстве термин «партнер» закреплен за Российской Федерацией. Вот было предложение, да, стратегический партнер, было предложение, значит, данных физлиц и организаций назвать не осуществляющим функции иностранного агента, а, там, например, зарубежного партнера. Мы, как авторы этого законопроекта, не приняли сами для себя такую позицию и считаем некорректным уравнять, значит, Российскую Федерацию, нашего стратегического партнера, с теми лицами, которые в определенной степени и в каких-то отдельных ситуациях, мы их назовем партнеры, а они будут реализовывать недружественную для нашей страны политику. Поэтому оставили международный термин «иностранный агент». Почему в законе из перечня лиц, которые могут быть признаны иностранными агентами, исключены, например, политические партии, религиозные организации, созданные представителями, к примеру, абхазской диаспоры? Они же тоже могут финансироваться из иностранных источников. Безусловно. Если обратите внимание, значит, у нас есть ряд исключений, например, по линии, что не является там источником. Приведу пример. Значит, некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, не могут быть признаны, и мы его здесь включили, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства объединение этнических абхазов, прямых потомков беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов Абаза в результате русско-кавказской, русско-турецких войн и других событий XIX века. Это один из примеров. Какую цель мы преследовали? Мы хотели сделать так, чтобы наши соотечественники за рубежом, представители нашей диаспоры, в случае, если они в плане источника, да, перечисляют денежные средства, итоговые получатели этих денежных средств не стали здесь иноагентами. Приведу совсем простой пример. Вот, например, в качестве исключения, да, не признаются иностранными агентами организации, получающие деньги из государств, признавших независимость и суверенитет Республики Абхазия, то есть с которыми у нас есть дипломатические отношения. Но, к примеру, у нас пока еще, надеюсь, не признала Турецкая Республика. У нас там проживает большое количество наших граждан. Представьте себе ситуацию, что наш с вами соотечественник, проживающий в Турции, перечислит своему там родственнику, не знаю, другу в Республике Абхазия, там, условно говоря, $100, не на политические нужды, вот абсолютно никак не связано с деятельностью в качестве иноагента. Тут наступит первое основание, наступит основание получения денег от иностранного источника. И в дальнейшем, если он осуществляет политическую деятельность, он может получить статус иноагента. Это недопустимо. Чтобы такие люди не попали под этот критерий, мы убрали их и специальные исключения внесли. Еще раз подчеркиваю, почему политические партии? Потому что у нас есть закон о политических партиях, который строго регламентирует деятельность, списки, количество представительств, и данный закон четко регулирует в этой сфере. Мы не можем залезать в политические права наших граждан, как я уже говорил до этого, установленные и гарантированные Конституцией. Вот в продолжении дальше этого вопроса, к Иналу Батовичу вопрос. Если будет принят данный законопроект, не навредит ли он нашим бизнесменам и инвестициям в экономику, которые могут быть со стороны Турции, к примеру, или Белоруссии? Как известно, оба государства пока не признали нашу независимость и суверенитет. И если из этих стран начнется финансирование коммерческих проектов, не попадут ли они под этот закон? Юридические лица, коммерческие, индивидуальные предприниматели. Вот чтобы получение денежных средств не стало основанием, значит, получения человеком, да, физическим лицом статуса иноагента. Мы в данном законопроекте категорически это исключили. Во-первых, в целом законопроект касается исключительно некоммерческих организаций, то есть любое поступление финансовых средств по линии бизнеса – это уже юрлицо, зарегистрированное установленным образом. В данном законопроекте в разделе «Источники» мы в том числе прям вот четко исключили поступление денежных средств от индивидуальных предпринимателей в частности. Обращаю ваше внимание, строго-настрого обратили мы в рамках подготовки законопроекта внимание на это. Если человек получил деньги по линии бизнеса, предпринимательства, это не дает основания, первое основание, как получение денег из-за рубежа.
Мы на это обратили внимание, этого там категорически нет в проекте. Еще в обязательном порядке мы исключили пенсии и пособия и иные любые социальные выплаты. То есть если человек получает, ну там скажем, не в Российской Федерации, а в стране, которая не признала суверенитет, независимость Республики Абхазия, ну, такое же возможно, он получает пенсию, пособие или какую-то другую выплату, это не становится основанием, первым основанием того, чтобы он стал иноагентом. Мы на это тоже обратили внимание. Можно, если позволите, вот буквально одно замечание? Вот только что общался с коллегой из кабинета министров, с министром по налоговым сборам, и вот он тоже отмечает, что зачастую вот эти международные структуры переводят денежные средства на счета физических лиц наших, и абсолютно непонятно, что это за деньги. То есть вообще непонятно. Вот вы задаете правильный вопрос. А исходя из этого денежного перевода, непонятно. Человек извлекает прибыль из этого, это гуманитарные цели или другие. Абсолютно размытые цели и задачи, абсолютно непонятно, что это. Ну, есть услуги госбезопасности, и у меня есть мнение на этот счет, на что идут эти деньги. Но вообще, в принципе, с точки зрения права, с юридической точки зрения, абсолютно непонятно, что это за деньги, какие цели удерживать налоги, не удерживать. И поэтому министр по налоговым сборам Республики Абхазия, он находится вот в замешательстве, что не понимает, что это за деньги, куда они идут, какие цели. А, к сожалению, вот в назначении платежа написано в соответствии с каким-то договором, с контрактом. Содержание этого контракта абсолютно для нас загадка. Михаил Павлович, да, получается, что служба госбезопасности до конца не контролирует, да, то есть процесс того, когда переводятся деньги и так далее. То есть... Что тут вопрос, что есть контроль? Контроль, в смысле, мы просто что-то видим, это не совсем контроль. Контроль — это когда мы видим и можем что-то сделать. Понятно. Вот это контроль. Но мы много что видим, но в данном контексте мало что можем сделать, поэтому написали законопроект. Еще одно маленькое дополнение можно? Я вот по ходу, да, значит... Для нас был тоже важный момент, вот представьте себе, я сейчас попытаюсь простые примеры привести, представьте себе, что есть организация, выполняющая функции иностранного агента, ну вот она себя такой обозначила, да, и представим себе, что есть гражданин, который оказывает этой организации какие-то услуги. Воду поставляет этой организации в офис, мебель поставил этой организации в офис. Мы категорически обратили внимание на то, чтобы данные лица не становились иностранными агентами. Категорически. То есть это хозяйственные нужды мы выключили. Еще хочу обратить ваше внимание на один момент. Тоже слышал, что опасения возникают. Вот представим себе, что некая организация получила зарубежное финансирование и занимается там, условно говоря, политикой, она стала иностранным агентом. Теперь эта организация направила эти денежные средства, ну, условно назовем, конечному потребителю, да, например, нашему с вами сельчанину, домой привезли мотокультиватор или, там, скажем, саженцы ореха посадили у него дома. На второй день, через неделю, через год данный гражданин, абсолютно наш с вами сельчанин, абсолютно не выполняя функции иностранного агента, ну, условно скажем, принял участие в каком-то политическом действии. Обратите внимание, есть первое условие – зарубежное финансирование, есть второе условие – политическая деятельность. И он что, становится иноагентом? Наперед говорю, ответ – нет. Лица, на которых направлены эти значит, проекты финансирования, напрямую не связаны с политической деятельностью, для них эти условия не распространяются. Тоже важно. Вопрос еще к министру иностранных дел. Скажите, пожалуйста, Иван Платович, не навредит ли данный закон внешней политики Абхазии в части международного признания нашего государства, к чему мы так активно стремимся? Фактически после принятия данного законопроекта Абхазия должна будет свернуть свою работу с международными организациями. Спасибо. Ну, он не навредит, он будет полезен для нашей внешней политики в связи с тем, что субъекты агрессивной изоляции Абхазии пытаются вмешиваться в наши внутренние дела через разные информационные ресурсы в том числе. Вот мы, кстати, только что вот обсуждали с коллегой, не буду называть информационный ресурс, который напрямую получает деньги от UNDP и занимается вот попытками информационной дестабилизации в нашей стране. То есть, с одной стороны, есть действительно внутриполитическая задача стабилизации, да, и, на мой взгляд, этот закон этот вопрос решит. Но и с другой стороны, есть определенные меры воздействия на субъекты агрессивной изоляции Абхазии. Конечно, мы не можем оказывать воздействие на Госдеп США, у нас нет просто таких возможностей и ресурсов, но ограничить их влияние на наше общество
наше общество на разного рода научные сообщества, на экспертное сообщество. Это же тоже субъекты формирования внешнеполитического контура, внешнеполитической стратегии нашей страны. И они тоже пытаются влиять на это. Поэтому в этом смысле, на мой взгляд, наша внешняя политика станет гораздо более суверенной, она будет нацелена на реализацию наших национальных интересов. Поэтому я с принятием этого закона связываю только позитивные изменения в сфере внешней политики. Еще раз повторю, что доноры – это субъекты агрессивной изоляции. Это прежде всего вот те организации, которые мы назвали, UNDP, USAID, которые являются активными помощниками Министерства иностранных дел Грузии в деле блокирования наших международных контактов. Поэтому, с моей точки зрения, это будет справедливый ответ на их действия. Я бы хотел здесь, знаете, не один у меня вопрос, но, в принципе, они, я думаю, все смежны. В первую очередь, выслушав мнение наших друзей, коллег, министров отраслевых, хотелось бы узнать, вот, везде прозвучала мысль, что мы не можем до конца разобраться и проконтролировать, на что выделяются средства, да, и как они используются, точнее, если говорить. Мы знаем, что существует некая отчетность и в МИДе, и в Минюсте, да, какие-то документы все-таки подаются. Вопрос такой. Все время говорится, что не гуманитарные организации будут подвержены этому закону, а те, кто занимаются политикой. На сегодняшний день можете назвать одну организацию или там, частное лицо, чтобы мы для себя понимали, они к нам приходили, говорили, есть фобии, что это будет потом изменены какие-то нормы, и туда будут подпадать и другие люди. И вот хотелось бы услышать пример кого-то или организации, или отдельного физического лица, например, кто это сегодня занимается именно политической деятельностью, получая, да, финансирование вот из этих всех фондов. Следующий вопрос. Есть ли такая возможность у нас узнать этот вопрос, проект закона, он есть в так называемой гармонизации законодательств Абхазии и России? Если есть, то для меня примерно все очевидно и понятно. Мы тоже понимаем, что творится в мире, в какой ситуации сейчас Российская Федерация. Здесь двух мнений быть не может, это мы принимаем. Просто хотел узнать для себя, есть ли этот вопрос в этой программе. И еще, значит, вот в Российской Федерации иностранный агент, точнее по-другому скажу, гармонизация законодательств, мы принимаем наш закон про иностранного агента. Как вы думаете, не может ли это распространиться и, значит, на территории Российской Федерации могут ли как к гражданину Российской Федерации, но признанному инагенту на территории Республики Абхазия приниматься санкции на территории Российской Федерации? Я почему этот вопрос задаю в таком ключе? Хотел бы, извините, много может быть вопросов, но все же. Вот мы слышим разную информацию и абсолютно противоречивую по поводу 1 марта и перехода государственной границы, где говорится, с одной стороны, что только по российскому документу человек, обладающий двумя гражданствами, будет иметь право пересекать границу. Вот в этом свете хотелось бы понять, не просчитывали ли вы риски принятия такого закона здесь, что человек, имеющий два гражданства, будет потом привлекаться на территории Российской Федерации, но уже как абхазский иностранный агент. И если честно, я услышал, да, я, кстати, не ожидал, да, что вот Россия партнер, а здесь вот агент, потому так приняли, да, такой термин. Для меня, мне этот термин абсолютно не нравится, я честно говорю, и знаю, что большое количество людей в Абхазии считает, что агент это сродни предателю Родины, да, который служит другому государству. И возможно ли, избежав этого, в существующий закон о некоммерческих организациях внести изменения, усилив его, может там все эти нормы, которые вы хотите сейчас, значит, увидеть в этом законе, отразить в уже существующем. Все, извините, если долго, вот такие вопросы. Какое значение имеет термин? Нас должно волновать, какие последствия для нашего государства будет иметь те или иные действия. Вот это важнее всего, это приоритетное должно быть. Так можно его назвать хороший товарищ, друзья, генерального, как хочешь назови. Мы говорим о том,
что эти организации проносят нам пользу или вред, нужны или нам не нужны. Тот термин, мы, знаешь, никто это никого не назвал, ни предателем, ни это. Люди сами себя придумывают. Это термин чисто юридический, в нем нету слова, ну, не знаю, у нас тоже есть торговые агенты, да? Слово агент, слово резидент, не резидент, это те слова, которые применяются. Но если это юристы, наверное, найдут более конкретный ответ, я не понимаю, понимаете, мы заботимся о терминах, заботимся о чем-то, но не о безопасности государства и о тех последствиях, которые у нас будут. Присутствующие в этой аудитории, наверное, знают о том, что существует межгосударственный договор от 24 ноября 2014 года. Там прописано о том, что мы создаем единую территорию обороны и безопасности, единую территорию социально-экономического развития. Такая формулировка, так или не так? Это тоже ориентир, которым мы должны руководствоваться. Поэтому друг твоего друга, мой друг, и с точностью да наоборот. А в отношении конкретных лиц, Сергей Иванович правильно сказал, закон обратную силу не будет иметь. А скажите, пожалуйста, когда началась специальная военная операция, люди, которые обратились с письмом и говорили, что этого не нужно делать, мы все понимаем, что война это плохо. Конечно, плохо. Но когда тебя не оставляют выбора, они занялись политикой или нет? Это политика или не политика? Конечно, политика. Никому, конечно же, не хотелось бы, чтобы так сложилось, но война идет. Наши ребята туда поехали, погибают. Никто же их туда не погнал. Они воюют за это. 19 человек мы уже похоронили. Поэтому, уважаемые коллеги, вопрос, конечно, непростой. И мне понятно, почему такое внимание к этому вопросу. Мы должны, конечно же, принять очень взвешенное решение. Мне представляется, что нам необходимо укреплять наши институты власти, нашу государственность. Ваше поколение, может быть, и не помнит, старшее поколение помнит, почему развалился Советский Союз. Никто же не объявил войну Советскому Союзу. Военной агрессии не было. Была подготовлена работа по методичному разрушению идеологии, работа, которая была связана с тем, что начали обрабатывать массово сознание людей. Вот если вы найдете время, уважаемые коллеги, даже пользуясь интернетом, обратите внимание на то, что сказали руководители, вы увидите эту связь между частью этих организаций и недружественными государствами. Она очевидна, она никем не скрывается, и это проблема. С этой проблемой что-то надо делать. Надо было пригласить министра по налогам и сборам, потому что он знает, сколько денег, кто заплатил. Такие цифры тоже есть. Но вот за последние несколько лет поступило, по тем данным, которые сегодня известны, а может быть денег было больше, этого пока еще никто не знает, около 2 миллиардов рублей. Мы знаем суммы, которые пошли на приобретение, поставку медицинского оборудования, препаратов и так далее. Это около 6-7%. Несколько единиц техники куплено, сельскохозяйственной. Ну, пусть будет это еще там 8, ну 15%. Но вы видели школу, которая построена, или мост, или кинотеатр, или музей, или стадион. Есть существенный объект какой-то? Я не видел, может, я что-то не знаю. Поэтому тут нам с вами надо хорошо думать, что, я уверен, вы умеете делать прекрасно. Хочу выразить свою благодарность всем тем, кто пришел к нам на встречу. Уважаемый президент, уважаемые члены правительства, разговор у нас происходит очень интересный, достаточно принципиальный. Мы последние годы оказались в ситуации, когда большая часть нашего общества
не знает правды, что происходит вокруг нас. Очень много людей, кто пытается, а многие уже, наверное, и таких вот моментов достигли, как бы забаламутить общество, увести их от проблем в другую сторону. И, разумеется, не с целью укрепления нашего государства, а наоборот, ухудшения состояния нашего общества. Конечно, приходится здесь констатировать такие факты. Что преследуют эти люди, которые вкладывают деньги в Абхазию? Ну, из каких источников эти деньги идут, мы уже примерно знаем. Хотя не все мы знаем. Мы до сих пор не знаем точный механизм перевода этих денег в карманы наших граждан. Да, есть банки, банковские структуры, но есть и другая система валютных операций, это криптовалюта. Есть наличности, которые можно в кармане переносить. И если говорить о деньгах, то это далеко не 2 миллиарда, гораздо, наверное, больше. А ставки растут. Ставки растут, потому что в нашем обществе пошел очень серьезный резонанс относительно деятельности некоторых неправительственных организаций. Уже почти более 2 лет люди, которые трудятся в сфере неправительственных организаций, не бывает в западноевропейских странах и в Америке. Если раньше, например, считалось нормой посещения Лондона, Парижа, Берлина, Рима, там, значит, Вашингтон и так далее, то сегодня все это уже купировано. Понятно, что в Грузии начинают понимать, что наш контакт с Европой это несет и опасность для грузинской политики. И потому нам дорогу туда перекрыли. Я, по крайней мере, знакомился с документом в виде письма, которое было направлено в соответствующей структуре Европы, где наши жалуются, что вот грузины нас не выпускают никуда, они вот держат нас здесь. Я понимаю их озабоченность. Все делается для того, чтобы дискредитировать власть. И притом это давно. Не давать развиваться нашей стране. Почему против проектов, казалось бы, очевидных, очень полезных для нас, тут же масса критики. Этот проект губителен для нас, ни в коем случае, там, и так далее, и так далее. Когда начинаешь смотреть, а в чьих интересах все это, конечно, тут все видно, он лежит буквально на поверхности. Это вот 2 момента. Первых, это дискредитация властей, это не давать нам развиваться. Нормально. И третий, очень важный для кураторов, это испортить нам отношения с Россией, и чтобы русофобское настроение у нас в Абхазии было все больше и больше. Конечно, меня далеко уже не молодого человека, это очень и очень тревожит. Очень много людей в обществе, кто это начал понимать. Бываешь в селах, там, в районах и так далее, эти вопросы возникают. И начинают задавать вопросы. Вы знаете, вот когда говорят о том, что НПО наше будущее, ну, надо же этому человеку сказать, далеко не наше будущее, это наоборот. Но я хотел бы, уважаемый Аслан Георгиевич, чтобы вот такая оценка, которую мы пытаемся сегодня дать этому движению НПО, она была, наверное, во всех правительственных структурах. У нас была недавно встреча, мы встречались с интеллигенцией, но это была часть интеллигенции, вот. Но там были ваши представители, которые говорили, ни в коем случае такой закон нельзя принимать. Это противоречит будущей Абхазии. Это противоречит нашим демократическим институтам. Я был просто шокирован этим. Я думаю, эта информация уже и до вас дошла.
наверное, я сейчас не хочу пальцем на кого-то показывать. И у нас все больше и больше разговоров не в обществе, а в социальных сетях о том, что фамилии неугодных людей в Абхазии передаются спецслужбам России нашими правительственными структурами. То есть у нас в правительстве сидят люди, кто день и ночь сидит и списки составляет, и эти списки сливает в соседнюю страну. Я этому поверить никак не могу. Потому что бывали моменты, когда и меня останавливали на границе. В 2000 году, 2001, 2003 году. Но ни один человек из тех, кто со мной беседовал, не сказал, что информация о вас пришла из Абхазии. Я дал разъяснение, и мы друг друга поняли, и быстро расстались. То есть вы, пожалуйста, имейте это в виду, что есть такой разговор, есть люди, которые настаивают на этом, и они выступают в прямом эфире, говоря, что нас сливает наше правительство. Мне, откровенно говоря, очень обидно за наше правительство, за нашу страну. Вы знаете, я не собираюсь политическую карьеру строить, да, это у меня уже позади, вот. Но за имидж Абхазии, за эту страну я немало в этой жизни сделал, и хотелось бы, чтобы его молодые люди, которые сегодня Абхазию получили на руки, мы его когда-то вытащили, знаете, из пасти дракона, и чтобы они с нашей Абхазией поступили так, как они хотят поступать. Так, как сегодня так легко не говорят. Когда говорят о том, что списки сливаются, а вы проследите за своими выступлениями в прямом эфире. Вы посмотрите свои выступления в социальных сетях, в Ютубе посмотрите. Многие люди в общественной палате не понимают важность этого вопроса. Многие не понимают. Хотя основная масса членов общественной палаты понимают, и они со всей ответственностью к этому подходят, потому что это будущее нашей страны, нашего государства. У меня все. Этот вопрос для меня такой сложный, что я вот его целиком отдаю политикам, чтобы вот политики решили этот вопрос. Но так, конечно, вот слушаю, интересные вещи говорят, очень интересно ответили на эти наши вопросы. А вообще вот мне хочется дать совет дать нашим гостям сегодняшним. Хотя я сама не люблю советы, но вот когда мне на работе говорят, вот начинают советы, я всегда говорю, не учи, помоги материально. Но здесь, конечно, другой вопрос. В последнее время очень у нас замечается активная жизнь такая, просто бьет ключом. Одна сторона людей нашего общества считает, что наши власти, они не справились со своей работой, и надо их снести. Вторые же считают, что мы развиваемся. А вот те, которые считают, что мы развиваемся, они вот слабы перед отношением тех, кто вот считает иначе. Но это вот медаль с двух сторон. Вот те, которые считают, что власть не справилась, с них надо брать пример. Слушайте, как они работают. Просто надо у них учиться. Не успеет власть сказать, чихнуть, уже говорят, будь здоров. Даже еще не зная, что там будет, где уже готовы все это, и Facebook, вот это, и что только они не говорят, и просто диву дивишься. Вам надо учиться у них, как работать. Вот честно вам даю слово. И смотрю, слушайте, и не поверила, это мне стало смешно. Я иноагент, Лоло Людмила Родионовна. Никогда в жизни там не было. Но, правда, они у меня проводят иногда семинары, они мне оплачивают, я даже рада, когда приезжают. Но вот, может быть, вот я обращаюсь к Тимуру Иосифовичу, посмотрите, какой я там организации, может нечаянно, может быть чайно. Да мы слышим о каких-то списках, которые кто-то составляет, то служба составляет, то МИД составляет.
И вообще, как бы, вы видели эти списки где-нибудь на официальных сайтах, там, все эти списки появляются, непонятно откуда, там и мои родственники, чтобы вы понимали, которые мне звонят и спрашивают про какие-то списки, как они попали. Мне это сложно ответить на этот вопрос. Я вас с уверенностью могу вам заявить, что служба госбезопасности никакие списки не составляет и никуда не направляет. По одной части не надо так пугаться слова агент, потому что вот буквально периода изучения нормативной базы нашей у нас есть налоговый агент, у нас есть финансовый агент, у нас есть платежный агент. У нас есть агентство целое. Да, агентство есть, есть банк агент и есть, что самое интересное, даже дипломатический. Значит, возвращаясь... Ну да, туристический агент, извините, да, вашу сферу забыл. Значит, теперь о важном. Прям хочу обратить внимание. Был задан серьезный вопрос, если ответ на него не поступит, это тоже станет предметом каких-то там измышлений. Если я правильно понял вопрос, гражданин Республики Абхазия, который, имеющий двойное гражданство, признанный здесь физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, оказавшись на территории Российской Федерации, на него не будут распространяться ограничения, потому что в России действует свое законодательство. И именно российским законом, если он будет признан, то на него будет распространено. Приведу другой пример в обратную сторону. Представьте себе, что вот сегодня действует в России, да, законодательство. Российский иностранный агент, оказавшийся на территории Абхазии, мы никак не сможем на него распространить ограничения, потому что по нашему законодательству он таковым лицом не является. Сразу вот хочу закрыть эту тему. Как только эта информация появилась в неофициальном ключе, мы сразу пригласили господина Шургаева, посла Российской Федерации в Республике Абхазия. Он эту информацию уточняет. Но вот пока мы от него ответ не получили, было опубликовано на официальном сайте пограничной службы ФСБ России соответствующее информационное письмо со ссылками на действующее законодательство Российской Федерации. Мы вам тоже это письмо передадим. Там указано, что те страны, с которыми у Российской Федерации соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, это Абхазия, Осетия, пока соглашение не вступило в силу, но в ближайшее время вступит в силу, и Таджикистан, с этими странами Российская Федерация акцентирует важность перехода именно по паспорту гражданина Российской Федерации. Такое письмо есть, но как это будет в дальнейшем с точки зрения правоприменения практики, мы будем информировать, это нужно уточнять. Но есть такое письмо, это пока единственное, что официальный источник. Спасибо. Тенгиз Шотович, пожалуйста. Еще раз приветствую наших гостей, наших гостей. Сложно сказать, у меня несколько вопросов. Я все-таки не понял правовое основание, мотивацию принятия законопроекта. Здесь было сказано, что в силовой структуре, это правильно понимаю, отсутствует достаточный инструментариум в рамках действующего законодательства для того, чтобы произвести выемку необходимых документов, провести процессуальные мероприятия, получить необходимую информацию. С учетом 15-летнего опыта работы в правоохранительной системе, насколько я знаю, никаких проблем в этом плане нет, вообще нет, потому что и в рамках уголовно-процессуального законодательства, и в рамках оперативно-розыскной деятельности, и в рамках таможенного законодательства, налогового законодательства есть широкий объем полномочий у государственных органов власти, которые могут истребовать любые документы, посмотреть движение по всем счетам и с учетом всего этого принять необходимое решение. В конце концов, если, допустим, этого недостаточно, этих механизмов не хватает, в чем была проблема, можно было дополнительно разработать новые положения, дающие правоохранительным органам дополнительные возможности в этом направлении. Это мой первый вопрос, почему этого не было сделано. И очень хотелось бы понять, очень много было сказано, кстати говоря, первое, что мы услышали от заместителя председателя службы госбезопасности Заала Хварцкия, что да, действительно, переводы денежных средств были и достаточно крупные, но после вот этих переводов денежных средств ничего не было сказано, куда эти деньги пошли и на что пошли. Может быть, есть какие-то уголовные дела,
по факту, я не знаю, там, может быть, эти неправительственные организации пускали поезда под откос, там что-то еще каким-то противоправной деятельностью занимаюсь. Потому что это не совсем правильно, когда обществу сказать А, потом не сказать Б. Потом общество начинает домысливать ситуацию, тем более это было в таком контексте сказано, что там неизвестно, чем они занимаются, какой-то, не знаю, подпольной, подрывной деятельностью. И очень многим в обществе это не понравилось. Вот. Почему это не было досказано, почему там, или если нет ничего, извините, никаких административных дел или уголовных дел у вас нету, тогда какой смысл давать эту информацию? Просто проинформировать и все. И последнее, что я хотел сказать. У меня вопрос, с учетом того, что нас посетил глава государства, огромная благодарность. У меня вопрос непосредственно к главе государства. Закон об иностранных агентах, кстати говоря, мы сейчас вот здесь сидим, закон иностранных агентов появился в Соединенных Штатах, наверное, все вы это прекрасно знаете, 30-е годы, и как иронично это не звучало, он появился в отношении основного партнера Соединенных Штатов, Великобритании. Именно против Великобритании, потому что она активно вмешивалась в экономику Соединенных Штатов в период Великой депрессии. В основном это была Великобритания, это исключительно экономический аспект, связан с Великой депрессией и тарифной войной между ними. У меня вот какой вопрос. Вот этот закон присутствует в Российской Федерации достаточно давно. И в рамках этого закона как бы ничего плохого с людьми не происходит, да, их просто объявляют иностранными агентами, и потом вот этот маркер иностранного агента начинает создавать проблемы для них. Контрагенты перестают с ними работать, они лишаются там поставщиков, потому что никто не хочет работать с человеком, у которого такой, физическим лицом или организацией, у которой такой маркер. И сложилось такое мнение в России, что это является очень мощным и, кстати говоря, эффективным инструментом политической борьбы. У нас закон об иностранных агентах является инструментом политической борьбы с теми людьми, которые не согласны с позицией власти. Необходимо понимать о том, что правовое регулирование имеет определенные формы. Контроль – слово очень тяжелое в плане правовых возможностей. От того, что мы видим поступление денежных средств и ничего с этим сделать не можем, это не является контролем. Вы сказали, что вы много лет проработали в системе органов государственной власти, да, там, правоохранительной системе. Но это здорово, значит, вы знаете о том, что тот объем механизмов, который сегодня есть, если бы могли бы мы его реализовать и в рамках этого объема механизмов осуществить необходимый контроль, в том числе превентивные механизмы угроз для нашей страны, я абсолютно уверен, что, во-первых, я бы этим делом не занимался бы, вас не беспокоили бы и в рамках имеющихся возможностей реализовали бы полномочия. Очевидно же, что этих полномочий недостаточно, и именно поэтому мы создаем новый механизм регулирования. Я уже говорил, повторяюсь. Еще вот второй какой был вопрос? Я просто, извините, уточню момент. Пожалуйста. У нас в законодательстве так принято. Если человек совершил преступление, его правоохранительные органы его расследуют, сперва возникает событие преступления, а потом начинают из этого события двигаться дальше, выше, искать преступников, орудия преступления и так далее. У нас как-то получается наоборот, мне так кажется. Сперва у нас есть денежный поток, мы не знаем, куда этот денежный поток идет, может они занимаются благотворительной деятельностью, раздают деньги, может же быть, согласитесь, а может и нет. Я не спорю с тем, что это у нас далеко не дружелюбные страны, которые финансируют. Но все-таки мы живем в правовом государстве, хотелось какой-то другой механизм, чтобы было. Вот если вы сказали, что мы предприняли ряд шагов, мы там, не знаю, выемку сделали, там, опрос провели, там еще так далее. В страну зашло 2 миллиарда рублей. Мы видим поступление денег, и деньги поступили от организаций, которые ведут откровенно по отношению к нам агрессивную политику изоляции нашей страны. Мы сказали о том, что мы хотим, увидев 2 миллиарда, определить механизм. Как вы сказали, если это благие благотворительные цели, все нормально, все хорошо. Если цели иные, вот этот закон нам и позволит выявить в том числе. По-моему, все очевидно. Мы же видим, что
идет борьба, да, за переустройство мировой системы, от того, как это завершится, и судьба наша будет решаться. Правильно? И мы видим, что одним из инструментов этой борьбы является вот то, о чем мы говорим, деятельность через различные организации, неправительственные и прочее. Поэтому сейчас, именно сейчас, поэтому и возникла потребность в том, чтобы все-таки мы взяли это под контроль. Дело не только в деньгах, что-то мы все время тут о деньгах. Дело же не в деньгах, дело в том, что мы участвуем в этой борьбе. И совершенно очевидно видим, что вот здесь, все же вы знаете, что есть попытка открыть второй фронт здесь, на юге, и создать в России новые проблемы. В этом участвуют некоторые страны, о которых я не хочу говорить, но через Грузию тоже это хотят делать. Все это вот и вызвало то, что мы именно сейчас направили свои мысли на регулирование этого процесса. Ведь у нас эта деятельность давно продолжается. Я в 1997 году стал министром иностранных дел, тогда еще вопрос этот стоял. Но мы тогда как-то лояльно подходили, потому что там люди наши работают, что-то получают, какие-то копейки. Тогда эти деньги считались, тоже люди на это жили, все как-то закрывали на это глаза. Но сейчас мы подошли к апогею вот этой борьбы. Не знаем завтра, что будет, потому что обсуждаем вообще здесь. Уже люди говорят об Армагеддоне, который в результате ядерной катастрофы может произойти. Не знаем, что завтра будет. Как надо защититься и пройти вот сейчас этот период, как-то очень мудро вместе всем сообщать. Его очень просто и однозначно, на мой взгляд, будет недостаточно. Вопрос вот такой. Является ли данный законопроект инструментом в политической борьбе? Нет, не является. Теперь вернемся к следующему. У меня сложилось такое впечатление, что мы, как это мне кажется, вот вокруг доходим и не называем вещи своими именами. Мы, как это мне сейчас представляется, не хотим проанализировать ту почву, на которой мы стоим, на котором стоит наша государственность. Насколько эта почва крепка и как сделать так, чтобы она была еще крепче. На что опирается наша государственность, на какие силы. Я бы на это хотел ваше внимание обратить. А наша государственность опирается на волеизъявление нашего народа, на его волю, на его стремление жить и на поддержку российского государства. Вот Давид Чечевич говорил о том, что мы страну сохранили и дали новым поколениям. А какие этапы пришлось пройти? Кто вместе с нами прошел эти этапы? Я бы хотел напомнить 2008 год. До 2008 года 12%, 14% территории Абхазии было оккупировано. Мы считаем, что война закончилась в 1993 году. А освободили Абхазию когда? В результате каких обстоятельств произошло освобождение Абхазии? Кто обеспечивал боевое братство? Наш стратегический союзник и партнер. Так или не так? Сегодня, я уже, знаете, как бы это правильно высказаться, не всегда я хотел бы это повторять, потому что рисует мой образ таким образом, что Аслан Георгиевич говорит якобы о том, что мы ни на что не способны, и мы всегда должны рассчитывать на кого-то. Я никогда так не говорил. Мы на многое способны, но нам сегодня нужна поддержка. Мы еще не выросли. И эта поддержка всемирная только с одной стороны. И этой стороне объявлена война всеми теми, кто финансирует данные организации. Это же простая и очевидная схема. И вот, когда в нашей союзной стране организации, которые воюют против них, действуют здесь, конечно же, эта история не может не вызывать вопросов у нашего союзника. А почему не у вас работают наши враги? Вот вы, дорогие друзья, Общественная палата. Вот я внимательно изучил, значит, ваше положение. Вы достойнейшие люди, все вне всякого исключения, да. Ваши рекомендации, они важны и так далее, но ответственность несет власть. Вот
Общественная задача, общественная палата, как я это понимаю, обеспечивает согласование общественно значимых интересов. Скажите мне, пожалуйста, обеспечение военной безопасности общественно значимый интерес? Или это не общественно значимый интерес? Наша военная безопасность обеспечивается какими факторами? Это вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, мы можем, находясь в состоянии войны, провоцировать своего противника своей слабостью? Скажите, пожалуйста, насколько было правильно пройти мимо такого вопроса, как строительство военной базы в Чимчирском районе? Это нам нужно было или не нужно было? Скажите мне, пожалуйста, нужно было, но не решили же. Обеспечение военной безопасности, я об этом говорил. Наши пенсионеры, наши ветераны, экономическое развитие Абхазии. Экономическое развитие Абхазии – это задача номер 1. Вот есть ряд инициатив, которые обозначило наше правительство, президент. Что-то принимается, что-то не принимается, а альтернативы нет. Государство должно обеспечить экономический суверенитет. Государство должно по своим счетам оплачивать. Это разве достаточно, когда минимальная пенсия у нас 2500 рублей? Ну и тут сравнение, да, я, может быть, я не готовился к этому выступлению, но так, импровизация. Ну, давайте мы сравним поддержку, которая идет гуманитарная по этим каналам, и с той помощью, которую мы получаем с Российской Федерации. И назовите еще одну страну, вторую, даже ту, которая нас признала, которая нам так помогает. Я вообще не хотел бы, чтобы, если меня спросить, я в плане взаимоотношений на один уровень с Россией ни одно государство не поставил бы. Ни одно. Это особые взаимоотношения. У нас особый уровень доверия должен быть. Мы на самом деле должны создать территорию обороны и безопасности совместно. Это нам крайне необходимо. Ну и при этом обязательно реагировать на те сигналы, которые мы получаем в нашем обществе, которые бьют по этим отношениям. Не бывает без стабильности развития. Вот эти законопроекты направлены, на мой взгляд, на обеспечение стабильности в нашем государстве. Не на мой взгляд, так оно и есть. С вашего позволения, я вас оставлю. Вы, надеюсь, правильно меня поймете, у меня там, а вы поработаете еще. Наверное, открыто должны общаться. Я вот, честно говоря, мое мнение не как чиновник, не просто как гражданин, можно сказать, который с 89 года с оружием, да, как бы стоял уже, мы знали, какая угроза была у нас, и всеми силами и средствами боролись с этим. Просто чуть-чуть напомню, да, вот нашу историю, так, мазками такими мелкими. В 92 году, когда началась война, фактически наша судьба была решена великими демократическими государствами. Шеварднадзе было дано 3 дня, и даже в одной нашей девочке, переводчице, там попала, значит, рекомендация: нет народа, нет проблем. Об этом знали все великие державы, как он говорит, в том числе и господин Ельцин. Проект Запада, да, где присутствует вообще государство Абхазии или какое-то образование Абхазии, нет. Для них мы не существуем. Этот проект был уже заложен в 90-х годах после развала Союза, и в контексте этого развала нас нигде там нет. И вдруг произошло чудо. Этот народ смог защитить себя. Но это в их планы не входило. Я напомнить хочу слова Станислава Лопухи, который принимал участие, и вывод, который он сделал, ездя в Женеву, встречаясь с международными представителями более высокого ранга. Он сказал одно: они нам не могут простить победу.
После этого был 98 год. Я просто, может быть, напомню, мой один близкий друг, в связи с тем, что у меня есть родственники, близкие, друзья в Грузии, он был водителем одного чиновника ООНовского. Он говорит: я вас поздравляю, вы действительно сейчас победили. Я говорю: как мы давно победили. В 98 году, когда были гальские события, они надеялись, что они смогут нас раздавить. Это не получилось. И ООНовские чиновники пришли к выводу, что нынешнее поколение грузин не способно победить. У них психология как бы уже проигравшего и так далее. Потом вы прекрасно знаете 2001 год, связанный с господином Гилаевым. Потом вы знаете, с чем бы для нас закончился 2008 год, если не вмешательство Российской Федерации. Я вам рассказываю поэтапно, да, как пытались нас уничтожить. Понимаете? Я могу сказать, может это громко, я не знаю, тут Сергей Миронович сидит, более опытный политик, да, вот у нас начались все брожения, скажем, вот это письмо, о чем Давид Чичевич говорит, это письмо было 2010 годом, когда нас начали изолировать, и пошла уже по отношению к нам другой вид войны, так называемая гибридная война. У нас на нашей территории сегодня идет гибридная война. Это мое мнение, не как чиновника, просто это не официальное заявление, лично мое мнение. Мы должны это понимать. Что меня сегодня, вот здесь, знаете, вот как бы тревожит? Нет, в контексте наших сегодняшних беседы нигде не прошло вот такое, знаете, забота, что будет с нашим суверенитетом, сохраним ли мы нашу государственность. Все крутится вокруг закона, и кого-то могут случайно обидеть. Что важнее вообще, народ, государство, наше будущее или какие-то, вот, которые вас тревожат, там, свобода слова, так называемая. А где это вообще свобода слова есть? Где это есть демократия вообще? Канцлера ФРГ выбирают немцы, премьер-министра Англии выбирают англичане. Ну, ребята, мы давайте не будем себя обманывать. Во главу угла должна стоять безопасность нашего государства, сохранение нашей государственности и сохранение нашего суверенитета. Любой законодательный акт, который будет под сомнение ставить это должно быть нам воспринято с большой тревогой и настороженностью. Ну, кто мне может убедить, что, понимаете, что наших патриотов будут готовить сегодня за деньги, которые хотят нас ликвидировать, у которых славные цели. Понимаете, главное, ликвидация нашей государственности и так называемое слияние с Грузией без признания. Эту программу кто-нибудь отрицает? Они никто, они же сами кураторы говорят, озвучивают это. Почему нас это не тревожит? Мясоруб Алексеевич, нас это тоже, естественно, тема. Я это не прочувствовал, я извиняюсь, может, у меня интеллекта не хватает, чтобы это прочувствовать. Уважаемые участники, мы как представители, я как представитель Общественной палаты, мне кажется, что нам нужно размышлять и думать в соответствии с нашим законом, об экспертизе этого закона. Мы должны думать, что этот закон нам даст. Мы должны прогнозировать, как общество будет реагировать, какую пользу принесет этот закон. Помимо того, что прописано постатейно о целях, задачах закона, есть еще, я не согласен со словами, которые только что прозвучали, наша главная цель нашего государства – это человек, гражданин, народ, страна, его свободы, за что все наши поколения прошли эту борьбу. И поэтому мы должны прогнозировать, как общество это воспримет. Я хочу, чтобы мы задали себе вопрос, как это слово прозвучит на абхазском. Иностранный агент. Почему-то здесь вы не говорите, я как член Мидовского совета могу сказать, вот здесь Сергей Миронович, здесь Инал, дорогой, эксперты Министерства юстиции, МИДа, Совета безопасности, вот господин Хварцкий в этой работе участвовал, российской, абхазской сторон, юристы активно последние 1,5 года вели консультации над этим законом. Вы находили формулировки другие, согласовывались с российской стороной, вы нас информировали в МИДовском совете, вместо иностранного агента иностранный партнер, что не Министерство юстиции будет определять
статус иностранного агента или нет, а суд будет решать. То есть была большая работа проделана. Почему-то об этом сейчас никто не сказал, несмотря на то, что вам были заданы конкретные вопросы. Почему этот закон был возвращен, потом усилен, к первоначальному варианту пришли, и он отправлен в таком виде в парламент. Почему мы, помните, последние 20 лет мы по частям делили, наше общество делилось по политическим признакам. Сейчас, на мой взгляд, после принятия этого закона, мы еще по одному принципу можем подвергнуть народ к очередному вот такому разделу. Акзяхензгы, абсуаир хваря, ауё, варау утула, хасинкукун, воротула, аптыха сюмамкун, уяхакуй трвадым гилакун, аланарцпи, ахунткара, ктакын аугзот хакуку сюму кахат зертазауё, арьяхзяхензгы. Сергей Маринович, я хочу вам напомнить, если молодые люди, кому-то это интересно, я могу с большим удовольствием эту историю потом рассказать в любой другой аудитории. Как мы, как наша власть, как наша интеллигенция, общество разрешил одну из самых глобальных проблем войны – Комитет национального спасения. Как вы, Сергей Миронович, депутата первого созыва, как вы этот вопрос урегулировали? Я помню, что говорил на этот счет Владислав Григорьевич Ардзенба, как не разделить общество по фамильному принципу, как не увести людей от политической повестки дня строительства абхазского государства, как этот ярлык предателей, дезертиров и не распространилось на следующие поколения. То есть, если мы будем думать ответственно, как на наше общество это отреагирует, мне кажется, что мы многие проблемы решим. Вот этот вопрос, который прозвучал, я попросил выступления, если вы меня его лишаете, поэтому я вот идею предлагаю. Вы говорите, что главная сверхзадача – это защита национальных политических интересов страны. Почему мы аккредитуем международные организации у себя в стране? Вы, представитель государственной власти, вступаете с ним в контакты. Существуют у вас нормативные документы, на основании чего вы их регистрируете. И потом нам, абхазскому обществу, неправительственным организациям, даете возможность с ним сотрудничать. Если вы загодя знаете, что у них в политической повестке дня, что их бюджет формирует иностранное государство, которое враждебно настроено на наши государственные интересы, зачем вы их запускаете? Наши же неправительственные организации грантовые заявки пишут не в зарубежные организации, UNDP, которые аккредитованы. Если UNDP или другие международные организации не совпадают или входят в противоречие с национальными интересами Абхазии, с учетом того, что сейчас говорил президент, есть реальная политическая ситуация у нашего партнера, у нас в мире, тогда временно приостановить деятельность. И, во-первых, в этом проекте закона не расшифровано, какие именно международные организации подпадают под этот статус. Вы говорили, гуманитарные, кто занимается, не попадут, а какие вообще именно расшифровать. Дайте нам побольше информации, чтобы мы при подаче грантовых заявок понимали эти организации. Почему об UNDP заговорили, что там часть его бюджета финансирует сейчас, а не 3, 4, 5, 6, 7, 10 лет тому назад. То есть давайте подумаем, какие еще есть механизмы выполнить эту сверхзадачу защиты национальных интересов Абхазии, но при этом соблюсти гражданское согласие внутри абхазского общества. И последнее мое, я был очень рад услышать предисловие к вашему выступлению. И я ощущаю и понимаю, с какой гордостью вы говорили о своем отце, который я лично знал. Вместе с ним исключили тогда из партии Юрия Гудисевича Рудну, Алексея Камуговича Агрба, чья внучка, Дженя, я извиняюсь, Алексей Камугович Дженя, чья внучка состоит в этой организации, которую там
подозревают, я не могу разделить, сейчас не хочу при отсутствии президента говорить о том, что существует взаимосвязь движения Харух Пицунда и заявления президента Грузии. На каждое интервью Сергея Шамба Грузия делала заявление, что вы взаимосинхронно действовали, что ли? Ну так нельзя, уважаемые господа. Ну, так нельзя. Это политическая деятельность. И поэтому я, когда услышал и знаю хорошо, и дружил с вашим отцом, я имею в виду Хварцке, и также Зухма, но и вы думаете о своей чести и достоинстве, мне это очень нравится. Но я хочу обратить ваше внимание, как журналист, как председатель Союза журналистов Абхазии, людей, которых вы упомянули в своем выступлении, они не менее заслуживают, имеют имя, имеют родителей, имеют детей. Арду Налыпа, Ляна Гварчиля, Астамур Таня. Отец Астамура Таня был нашим коллегой и работал в Гаграх. Из-за абхазских событий он был уволен. Им до сих пор не дали права на ответ. Бесамон Алексеевич, им не дали права на ответ. Уважаемые участники, к сожалению, у нас там совещание, нам нужно идти. Я хотел бы коротко прокомментировать. Руслан Павлович, при всем уважении к вам, я с вами категорически не согласен. Значит, UNDP – это структура, которая официально является частью инфраструктуры по реализации в Абхазии политики вовлечения без признания. Это написано на официальном сайте Агентства США по международному развитию. Я вам пишу соответствующую ссылку. Это первое. Второе. Никто не аккредитовал UNDP в Абхазии. UNDP в Абхазии аккредитацию не имеет. Они работают в соответствии с проектами, которые либо получают сертификацию, либо не получают сертификацию. Но за последнее время мы выявили абсолютное вранье в тех анкетах, которые они нам присылают, и в реальной деятельности, которую они проводят, существует огромная пропасть. Руслан Павлович, огромная пропасть. Просто колоссальная. Это вранье, это манипуляция. И с нами так нельзя. Так нельзя. Мы суверенное государство. Когда обращаются к нам UNDP, они обращаются к нам мистер Шампан, мистер Арден, мистер Бжань. Они не признают нас просто. Мы для них никто. Те люди, кого вы защищаете, мы для них никто. Они наш суверенитет не признают. Если вы переживаете за суверенитет, давайте как-то объективно относиться к позиции структуры, которые не признают наше государство. И по поводу именно термина. Вот я вам могу сказать, что в тех странах, где принималось законодательство именно с этим термином, там не происходит революция. Там шансы гораздо меньше на революцию. Там вся почается финансирована на 80%. Вот если мы примем этот закон, у нас финансирование сократится на 70-80%. Именно с этим термином. Вот в этом и функция этого закона, она заключается в превентивном характере этого закона. Человек не должен хотеть туда попасть, а тот, кто его финансирует, не должен хотеть его финансировать. Вот это моя глубочайшая уверенность, убежденность, основанная на Руслан Амканович сказать, что мы в нашей судьбе абхазской уже эти клеймо на абхазском народе не раз ставили. И оно было и виновным, оно было и репрессиями, когда вы знаете, и это вот переселение, которое было, и спрашивая нас, люди были изгоями. Еще раз вот это клеймо, на самом деле, люди, мы для того, чтобы внутри вот это чувствительно, здесь особенно очень правильно подчеркнул, что надо очень взвешенно подходить к этому, Честно, вот так. очень чувствительный народ. Такой маленький народ и столько перенес. Поэтому, что вот это да, непонятно, но может быть другие какие-то механизмы усиливают. Мы за все это время практически выслушали всех. И со стороны МПОшников, со стороны интеллигенции, общественной организации. Ну и сегодня тоже вот вас выслушали. Ну, честно говоря, ничего нового, конечно, вы для нас не раскрыли. Наверное, кое-что мы и больше это самое знаем. Но за все это время, что вот послевоенное, что происходило, отчасти, конечно, жалко нам вот эти неправительственные организации, которые
тяжелое послевоенное время помогали людям, делали добро, но мы здесь все сидящие не дети. Мы все знаем, что просто так ничего даром никто не будет нам платить. И кто платит, тоже знаем. Сегодня наши люди едут в Грузию, оказывают им медицинскую помощь. 600 в размере, я вот насколько я информирован, в размере 600 тысяч бесплатно гражданам Абхазии. Вы хотите мне сказать, что они нашему народу, нашим гражданам хотят что-то хорошее, доброе сделать? Я думаю, в этом мне никто не убедит. Просто идет борьба за умы людей, за ихние души. Если мы будем поддерживать то, к чему они нас хотят привести, да, тогда это самое все понятно. Но с каждой встречи я больше и больше стал убеждаться, что этот закон, наверное, надо было раньше. Завтра у нас будет шапка гореть на голове. Она уже начинает. Не успел этот закон прийти, уже ажиотаж подняли. Я был, честно, удивлен. Удивлен отношение нашей интеллигенции ко всему к этому. Да, конечно, там огромные деньги. Вот буквально вчера, позавчера, вот из официальных источников, вы знаете, на этот год НПОшникам выделяется гораздо больше денег, чем предыдущие годы. Можно сказать, в 2 раза больше. Почему это делается? Мы же не дети все, мы же понимаем. И это исходит деньги от враждебного нам государства. Ну, я думаю, мы все по отношению друг к другу довольно-таки открыто поговорили. Есть еще вопросы, мы всегда готовы, открыты, встретиться с кем угодно, ответить на все вопросы, понимаете? И закон сегодня находится в парламенте. В парламенте он в стадии обсуждения, мы можем какие-то рекомендации, вы тоже можете давать, тем более, что Общественная палата имеет право юридическое в обсуждении своих людей делегировать, принимать участие активно.